Меня зовут Кристина Лизунова, я рада приветствовать зрителей и читателей Якутского Саха-информационного агентства. 9 февраля – Международный день стоматолога. Кроме всего прочего, 2021 год объявлен Годом здоровья. Именно поэтому мы сегодня решили поговорить о профилактике заболеваний полости рта с Исаковым Леонидом Олеговичем, кандидатом медицинских наук и врачом-имплантологом. Леонид Олегович, здравствуйте! Здравствуйте. Здоровые зубы – это не только природный дар, но и результат тщательной работы. Расскажите, как нужно правильно ухаживать за зубами, чтобы они нам прослужили дольше? На самом деле, я думаю, все знают, что нужно чистить утром, вечером зубы. И единственное, о чем люди забывают, утром просыпаются и начинают чистить кто как. Ну и мы, возможно, даже в том числе, да. Но на самом деле необходимо чистить каким образом? Строго вертикально. А лучше всего под углом 45 градусов мы к зубам, к десне прикладываем зубную щетку и крутим ее. Тогда вот волокна, получается, вот таким вот образом подметают и снизу, и сверху. Потому что если делать вот такие движения, попробуйте намылить даже, сделать, куда все уйдет. Заходит как раз между зубами, ну вот сюда вся грязь. Таким вот образом, ну и, конечно же, посещать 2 раза в год стоматолога. А ухаживать нужно только щеткой или вот есть всевозможные способы, как зубная нить или вот зубочисткой? Насколько это вредно или нет? Зубы чистить щеткой необходимо 2 раза в день, получается, утром, вечером, а между ними вот после еды необходимо использовать, конечно же, зубочистку, это зубную нить, флоссы, да, можно использовать ирригаторы, сейчас есть гигиенические пенки, различные приспособления, они, конечно, да, необходимо использовать. Жевательная резинка та же. Люди, так скажем, делятся на два лагеря, которые говорят, что зубы нужно чистить до завтрака, другие же говорят, что нужно чистить зубы после завтрака. Что же вы по этому поводу можете сказать? На самом деле нужно чистить до завтрака Мгм. и перед сном. Да, и скажете, почему мы же почистили перед сном, а потом это. Нет, на самом деле мы вычищаем микроорганизмы, которые и налет образовались за ночь. Мгм. А потом есть этот налет, ну как-то это не очень хорошо, а вот после еды можете снова же использовать ирригатор, зубную нить, жевательную резинку. А какую лучше щетку использовать? Все-таки есть польза в электрической щетке? На самом деле большой разницы нету, чем вы чистите. На самом деле вот то, что я вначале рассказал, вертикальные движения, из электрических их нужно уметь использовать. Если они ротационные, нужно быть осторожно с десной. Из таких более безопасные это ультразвуковые, причем высокой частоты. Они разрушают у нас, получается, сам структуру налета, и зубы дольше чище, скажем так, находится в полости рта. Как часто нужно посещать стоматолога, если ничего не беспокоит? Даже если не беспокоит, мы рекомендуем 2 раза в год. Мгм. Все равно посещать, и займет это всего 15 минут. И на самом деле многие осмотры сейчас делаются бесплатно, поэтому я думаю, 15 минут сэкономит вам на самом деле очень много и времени, и нервов. И денег, я думаю. Ну, конечно. Бытует мнение, что детские молочные зубы не нуждаются в уходе, потому что все равно выпадут. Что вы можете сказать относительно данного вопроса? Конечно, заблуждение, потому что молочные зубы – это такие же зубы, как и взрослых. У них есть корни, у них есть пульпа, все то же самое, при этом они наиболее подвержены влиянию разных факторов кариесогенных. Почему? Потому что они более проницаемы, эмаль более проницаема для микроорганизмов, для кислот, вот для всего этих вредных факторов. Поэтому за ними необходимо ухаживать также и точно так же лечить. Вот, и все делать, скажем, так же. На самом деле, единственное, скажем, можно, если уже близок срок прорезывания, выпадению зубов, то его можно удалить. Вот только в этом случае.
Как говорится, береги зубы с молоду, да? Хочется Да, добавить. конечно. А какую роль в формировании зубов, вообще челюсти, играет генетика? Очень много ведется научной работы по этому поводу, и велось, и это, и разные показатели, примерно от 10 до 30%, в среднем 20%. Но мое мнение, что на самом деле наследственность достаточно высокую процент имеет. Почему? Потому что все зависит все-таки от наследственности, насколько, скажем так, правильно сформированы зубы, на самом деле прикус и соединительная ткань, ну и в общем. Есть такое понятие, как кариес-резистентность, и она вот зависит очень сильно от наследственных факторов. Вот как раз-таки вы сказали про кариес, и буквально недавно читала статью, и заголовок звучал так: «Когда же найдется вакцина от кариеса?» Можно ли от него вообще избавиться? В ближайшем будущем, я думаю, навряд ли. То есть Но преследовать он будет если нас. только будут какие-то генетические, получается, модификации, скажем так, человека возможны. Получается, что просто нужно хорошо ухаживать за зубами. Ваши пожелания? Берегите себя, ну и, конечно же, свои зубы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания.